Здравствуйте, в студии Руфина Мукминова «Время реальной экономики». Мы привыкли жить в постиндустриальном обществе, где основой экономики являлась сфера услуг. Однако сейчас все изменилось. Экономика России должна стать из экспортно-сырьевой производственно-перерабатывающей. Это значит, что появятся новые отрасли для того, чтобы сделать экономику страны конкурентоспособной. Здесь не обойдется без рабочих профессий. Всегда нужен тот, кто устранит неисправность на теплотрассе, положит асфальт, починит станок на производстве. Даже если абсолютно все автоматизировать и роботизировать, контрольную функцию будут выполнять люди, представители рабочих специальностей. Вот именно им мы решили посвятить нашу программу. Какие они, современные люди труда? Давайте узнаем. Времена изменились, авторитет рабочего растет. Самые востребованные специальности на производстве. Очерки работников одного из самых современных нефтеперерабатывающих заводов нашей страны. Баланс на рынке труда. Готова ли молодежь осваивать рабочие профессии? Специальный репортаж из Нижнекамска. Популярность рабочих профессий на рынке труда неизменно растет, и этому способствуют следующие факторы. Повышение уровня оплаты труда. Создание новых производств, внедрение инноваций, автоматизация и роботизация в процессе производства, что снижает нагрузку на организм человека. Да, рабочие специальности требуют ответственности, внимательности, аккуратности и дисциплины, но при этом они всегда будут востребованы. Рост средней заработной платы в Татарстане во многом обеспечивается за счет промышленных предприятий, причем серьезно влияет на общие показатели нефтепереработка, которая в ближайший год может войти в топ отраслей по средней зарплате персонала. Среднее зарплатное предложение в отрасли составляет 67 тысяч рублей, но оно варьируется в зависимости от опыта работы сотрудника и специализации. Чтобы привлечь кадры, работодатели предлагают разные привилегии и бонусы. Это удобное рабочее место, корпоративные мероприятия, подарки для сотрудников на праздники, трансфер до работы и обратно, абонементы в спортзал и фитнес-центры. Организации готовы проводить обучение работников за свой счет. В итоге специалисты могут расти профессионально, получить дополнительную профессию и увеличивать уровень своего дохода. Наша съемочная группа отправилась на один из крупнейших в стране заводов по нефтепереработке ТАИФНК и пообщалась с представителями рабочих профессий. Вот что они нам рассказали. В ТАИФе я работаю 7 лет на должности оператора технологических установок. Обслуживаю блок печей. В этих печах происходит нагрев сырой нефти. Выход продуктов осуществляется по определенной температуре. Нужно поддерживать температуру стабильной. У нас в цеху перерабатывается сырая нефть, из которой получается сырье для дальнейшей переработки. То есть это сырье для керосина, бензина, реактивного топлива. Разумеется, внимательность должна быть, так как нужно постоянно следить за множеством разных параметров, смотреть тренды, изменения, как отклонения происходят, и вновь возвращать в режим, если произошли какие-то отклонения. Смена у нас длится 8 часов, работа интересная, эти 8 часов просто пролетают как минута. Плюс дружный коллектив, мы смена как единое целое, поэтому интересно работать. В ТАИФНК я пришел, то есть вышел на работу, скажем так, 4 октября 2005 года. С тех пор я здесь работаю, конкретно в этой смене уже в октябре будет 18 лет. Нефтепереработка, то есть это перегонка продукции. То есть пришла у нас сырая нефть и проходит через определенные аппараты, нагревается, разделяется на целевые фракции. То есть для этого нужны насосы. То есть перетранспортировка продукта из пункта А в пункт Б, она осуществляется за счет
насосного оборудования. Насосного оборудования в цеху довольно много, вот оно здесь на компьютерах представлено. Моя обязанность заключается как раз в контроле параметров поддержка оборудования в работоспособном состоянии. У нас команда из 4 человек. Машинистов все взаимозаменяемые, взаимодополняемые, то есть работаем как одно целое. Коллектив хороший, коллектив дружный, работа интересная. Внедряются какие-то новшества, потому что прогресс он не стоит на месте, так скажем. Требования ужесточаются к оборудованию. Таиф НК сильная, мощная, молодая компания, то есть, которая ввиду последних событий показала, что очень достойно может удержаться в условиях таких давления, как и сейчас санкционное, и вот в пандемию мы выдержали стойко, мы замечательно отработали. Вот, перспективы для молодежи, безусловно, есть, то есть это и карьерный рост. Организовываются различные спортивные мероприятия, то есть молодежь завлекается, то есть футбольные чемпионаты у нас проводятся, какие-то семейные конкурсы. В Таиф НК я работаю 5 лет. Я сюда пришла после колледжа. От моей работы зависит качество проведения анализов. Я работаю препаратором. Препаратор – это человек, который подготавливает реактивы для проведения анализов. Дальше девочки уже на базе этих реактивов будут проводить анализы. Мне нравится моя работа тем, что я, когда прихожу сюда, я улыбаюсь. Получается, она дарит мне кучу эмоций. И работа – это семья. Мы на работе проводим очень много времени. И, соответственно, работа становится, люди, которые здесь, они становятся частичкой нашей души. По моему мнению, лаборант должен выполнять свои обязанности очень четко, быть грамотен. Грамотен в каком плане? То, что это очень мелкая работа. Здесь грубости быть не должно. Здесь должна быть ласка к приборам, к оборудованию, то, что мы должны очень грамотно подходить ко всему. Мы не можем просто подойти к чему-то, взять и сделать. Мы должны изучить необходимую документацию для проведения необходимых анализов и исследования опытов. Пришел я в 2016 году, до этого работал на Нижнекамской Нефтехим. Услышал, что строится комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Меня он сразу заинтересовал, так как технология уникальная, в России такой нету. Меня привлекло работа на новейшем оборудовании, также общение с иностранными специалистами, можно было перенять их опыт работы. На Таиф пришел я с 5-м разрядом, на данный момент у меня 7-й разряд. Насколько мне известно, в Татарстане 7-х разрядов нет. От нашей работы зависит качество выпускаемой продукции. В группе компании Таиф очень практикуется карьерный рост. Если человек грамотный, соображает и у него есть желание карьерного роста, здесь можно очень хорошо состроить карьеру. Замечают молодых специалистов предприятия. Я считаю, что это достойная работа, здесь достойная заработная плата, карьерный рост возможен, социальные гарантии есть. У нас в Татарстане постоянно строятся новые заводы, специалисты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности всегда будут востребованы. В Таифе работаю с 2006 года, с марта месяца, получается 17 лет уже. Работаю старшим оператором. Основная роль нашей работы заключается в ведении технологического процесса, ведении режима безопасной работы, в первую очередь, производство, выпуска готовой продукции. Начинал я слесарем и прошел по всем ступеням до оператора 6-го разряда. Молодежь приходит, работает, всех все устраивает, поддерживаем. Я пришел сюда молодым, 20 лет, приобрел много знакомых, товарищей, до сих пор дружим, даже семьями. Работа Таиф НК – это в первую очередь стабильность, достойная зарплата.
Ну и рост, перспектива. Я увидел, что появились вакансии АО «Таиф НК», непосредственно в строящемся заводе КГПТО. Я устроился непосредственно, уже вышел на работу в августе 2016 года. Как раз таки наладочные работы уже подходили к концу. Цеха выходили на стадию обкатки, как говорится, начальных пусков. В нашем цехе работала воздухоразделительная установка. Меня сразу вывели в смену. И, как говорится, я начал обслуживать компрессора, воздушные компрессора. Я смотрю за работой непосредственно данных машин воздушных, контролирую температурные параметры, параметры расхода воды, давление масла, давление непосредственно на всасе, на выходе, на нагнетании. На момент, когда я подавал резюме сюда, один из аспектов, который мне был интересен, то, что это новый строящийся завод. И это были новые технологии, новое оборудование. Вот. И в последующем уже закрутилось. То есть коллектив, мы как-то стали дружить вместе. Плюс руководство нам, как говорится, не дает скучать, проводит для нас. Вот. Молодежный комитет проводит всякие игры. Тот же квиз-плиз, допустим, спортивные игры. Плюс они выходят на фитнес-центры, спортзалы, бассейны. Для нас, как для рабочих, выбивают время. То есть мы можем по пропускам приходить и тренироваться, отдыхать. Аналитики сервисов Авито Работа, HeadHunter и Работа.ру в своем очередном исследовании отмечают, что во втором квартале 2023 года в России в разы взлетел спрос на строителей, инженеров и рабочие специальности. Статистика по самым востребованным профессиям в 2023 году выглядит следующим образом. 56% работодателей отметили, что в наступающем году на рынке труда самыми востребованными окажутся специалисты рабочих профессий – сварщики, токари, электрики и другие. 48% отметили, что работодатели будут конкурировать за IT-специалистов. 33% респондентов выделили профессию врача. Высокого спроса на инженеров в 2023 году ожидают 31% опрошенных представителей бизнеса. 12% считают, что востребованными будут логисты и маркетологи. Поднимать имидж рабочих профессий среди населения взялись сразу три заинтересованные стороны – государство, бизнес и общество. Правительство России утвердило план мероприятий по популяризации рабочих и инженерных профессий, обязав Минтруд ежегодно осуществлять его координацию и контроль за выполнением. Среди активностей всероссийские олимпиады и чемпионаты профессионального мастерства, профориентационные фестивали и форумы, школьные кружки и профильные смены для молодежи. Бизнес сам готов участвовать в воспроизводстве молодых рабочих кадров и помогать не только практически, но и методически. В акционерном обществе «Таиф НК» к этой проблеме отнеслись более чем серьезно. Компания приняла в работу специальную кадровую политику, которая приносит свой результат. Предприятие по праву может гордиться своим коллективом. Сегодня здесь трудится около 4000 человек, около 40% из которых – это молодые люди до 35 лет. Что привлекает молодежь на предприятие? Почему выпускники профильных учебных заведений выбирают эту компанию в качестве работодателя? В материале Алены Мартынец. Повышение надежности, инновации – все эти факторы, несомненно, имеют значение в современных производственных процессах. Но главным ресурсом по-прежнему остаются люди. Только этот ресурс сможет вдохнуть жизнь в финансы, технологии, производственной мощности. Слаженная работа крупного предприятия требует уникальных знаний и навыков, взаимодействия профессионалов самых разных специальностей. Вопрос грамотных кадров на всех звеньях производственной цепочки сегодня имеет государственный масштаб. Министерством просвещения России был разработан федеральный проект «Профессионалитет», цель которого – быстро и качественно обучить молодежь навыкам, необходимым рынку. А в нынешних реалиях это еще и вопрос безопасности и конкурентоспособности страны.
Именно об этом упомянул в своем послании к Федеральному собранию в феврале этого года президент Владимир Путин. У нас безработица сократилась до исторического минимума 3,7%. Люди же работают, значит. Работают, кадры нужны новые. Считаю, что мы должны существенно расширить проект «Профессионалитет», в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. И, конечно, очень важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном, сложном производстве. Именно так строится кадровая политика одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Татарстана, акционерного общества «Таиф НК». Сегодня здесь трудится без малого 4000 человек. По итогам прошлого года свыше 67% из них составляют рабочие, более 2500 человек. Около 20% специалистов, 13,5% руководители разного звена. Из общего числа работников «Таиф НК» практически половина имеет высшее образование. Диплом об окончании среднего профессионального учебного заведения почти у трети. С начальным профессиональным образованием чуть больше 15% работников. Основной целью кадровой политики здесь считают привлечение на свои производства высококвалифицированных специалистов. Причем, если поначалу на предприятие приглашали сотрудников из соседних регионов, то несколько лет назад от этого отказались. Ведь на сегодняшний день в самом Нижнекамске, городе нефтехимиков, система специального образования выстроена на хорошем уровне. Кадры для градообразующих производств обеспечивают собственные высшие и средние учебные заведения. Одно из них – колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Васильевича Лемаева. Колледж был образован путем слияния 3 учебных заведений в 2017 году. Вообще же его история насчитывает почти 60 лет. Тогда, в 1964 году, молодому городу и строящемуся нефтехимическому комбинату необходимы были собственные кадры, причем в больших объемах. Подготовка специалистов была поручена техникуму нефтехимии и нефтепереработки. Сейчас колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева готовит студентов по 15 направлениям. На сегодняшний день здесь обучается 2500 человек. Ежегодно выпускается порядка 700 молодых специалистов. Обучение ведется по 9 профессиям и 6 специальностям, среди которых химическая технология органических веществ, автоматизация технологических процессов и производств, информационные системы, переработка нефти и газа и другие. Градообразующие предприятия являются тем местом, где наши студенты проходят производственную практику, то есть мы там проходим производственное обучение, практическую подготовку, для того, чтобы они вышли от нас высококвалифицированными, востребованными специалистами. Обучение в колледже считается престижным, а выпускники учебного заведения имеют хорошие перспективы, работая на градообразующих предприятиях. Здесь даже складываются целые династии. У меня родители работают на Таифе. Они рассказывали много то, что у нас востребовательная работа идет, получается, на завод в городе. То, что карьерный рост хороший. Операторы у нас занимаются, следят за технологическим процессом на компьютерах, также ходят на самой установке, следят за оборудованием, чтобы все было в порядке, процесс шел как надо. И после окончания планирую устроиться в Таиф НК. За годы взаимодействия учебное заведение и акционерное общество выстроили плодотворную эффективную схему сотрудничества. И один из ее аспектов – система дуального обучения, когда параллельно с учебой в колледже студент работает на предприятиях Таиф НК, на практике закрепляя полученные знания. Если обучение проходит успешно и его результаты соответствуют требованиям компании, выпускники колледжа имеют все шансы для дальнейшего построения карьеры там же. После окончания колледжа, конечно, планирую поступить на высшее образование, получить. Сейчас я уже работаю на Таиф НК по дуальной программе. В дальнейшем связать жизнь с нефтеперерабатывающей деятельностью. После окончания высшего образования, конечно, планирую вернуться на Таиф, потому что Таиф НК у нас один из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий, то есть это стабильность, высокий заработок. Таиф НК в полной мере чувствует свою ответственность не только за работников своих предприятий. Кадровая политика компании предполагает включение в процесс еще на этапе подготовки специалистов.
Практически по всем 15 направлениям наши студенты трудоустраиваются, а также проходят практику на ТАИФ НК. То есть это и переработка нефти и газа, операторы нефтепереработки, автоматизация технологических процессов, слесарь-КИП тоже, и также и сварщики, и токари. Невозможно подготовить специалиста без участия предприятия. И предприятия, как и ТАИФ НК, так и многие наши градообразующие предприятия, они вкладываются в наших студентов. Поучаствовать в подготовке молодого специалиста, а затем трудоустроить и вовлечь его в жизнь коллектива – это лишь часть кадровой политики ТАИФ НК. Для повышения квалификации своих работников акционерное общество проводит непрерывное профессиональное обучение, а также обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. На нефтеперерабатывающем предприятии понимают, коллектив – это залог успешных достижений целей компании, а будущее ТАИФ НК в руках молодых и профессиональных кадров. Это все, что мы хотели вам рассказать. Всего вам доброго и до новых встреч на телеканале ТНВ.